Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех телезрителей на нашей площадке, где мы ежедневно в постоянном формате, в течение 30 минут говорим о ситуации с коронавирусом. Экспертная эта площадка. Сегодня у нас тема очень актуальная. Назвали мы ее «Ковид» и снова о вакцинации, потому что вот уже в течение 3 недель наше ток-шоу, и мы наблюдаем, что самый большой ажиотаж и отклик зрительский находят именно программы, связанные с вакцинацией. 99% вопросов, которые приходят на прямую линию, также связаны с вопросами о вакцинации, ревакцинации и так далее. Поэтому сегодня самое время, наверное, об этом поговорить, потому что эксперты в студии замечательные, с удовольствием их представляем. Айрат Закиевич Фарахов, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, доктор медицинских наук. Добрый вечер. Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для связи 554-56-10, код Казани 843. Также прямо сейчас в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Ну что, начнем. Давайте с такой, наверное, статистики, с информацией. Сейчас все больше говорят о бесполезности вакцинации, размахивая израильским флагом. В общем-то, вот, дескать, в Израиле вакцины не остановили ни новую волну, ни смертность. Вот так это или не так? Что мы можем сейчас об этом сказать, анализируя, наверное, ситуацию в этой стране? Ну, израильский флаг сегодня действительно обсуждается, но у меня нет ни тени сомнений в том, что даже не Израиль, может быть, страны с большим уровнем вакцинации, там, Объединенные Арабские Эмираты, очень многие европейские страны, в том числе и Израиль. Очень важно, на мой взгляд, не уровень инфицирования, заболеваемости оценивать, очень важно оценивать уровень смертности, уровень тяжести больных, которые находятся с новой коронавирусной инфекцией в условиях отделений реанимации, интенсивной терапии, и количество пациентов, которые находятся в безнадежном состоянии, то мы сегодня видим, что страны, где уровень вакцинации очень высокий, и еще раз подчеркну, Израиль с не самым высоким уровнем охвата вакцинации, смертность от новой коронавирусной инфекции не превышает уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий. Поэтому это, наверное, один из главных и самых важных аргументов для нас всех сегодня о необходимости вакцинации, необходимости создания вот такой защиты, и в особенности для людей, которые склонны переносить это заболевание в очень и очень тяжелой форме. Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, почему так размахиваем израильский флаг? Безусловно, вирус пришел, от него мы вряд ли сможем избавиться, если не произойдет каких-то глобальных изменений в структуре вируса. Но самое главное, да, то, что вирус будет при определенном уровне вакцинации, то есть течение заболевания будет легкое, то есть как обычные ОРВИ, то есть, соответственно, смертность снизится, и, соответственно, те койки, которые у нас сейчас заняты под ковидных больных, то есть они будут пустовать. Вот это самая главная задача, которая достигается путем вакцинации. Ну вот в Израиле умирают привитые тоже, и даже трижды привитые. Есть статистика за 8 сентября, там 10 непривитых, 6 привитых, 7 привитых 3 дозами. Но в то же время, например, в Великобритании, где 1,2% смертей приходится на полностью вакцинированных. Вот как вот это объяснить людям? Это на самом деле объясняется. Мы о вакцинации говорим, ну вот такой пример, как пристегивание ремнем в автомобиле. Это в 95% действительно помогает избежать фатальных осложнений. Но, конечно же, в каком-то проценте, очень небольшом, может быть 1, может быть 1,5, может быть 2, это вызывает осложнения, потому что человек может заболеть. И ни одна вакцина сегодня в мире 100%. Не гарантирует 100% защиты, но в целом это, конечно же, очень серьезная защита для человека, который вакцинирован. И поэтому медицинские работники, специалисты в этой области, конечно же, они склонны рекомендовать в обязательную вакцинацию. И на самом деле моя рекомендация, конечно же, это необходимо вакцинироваться. Отдельный 1% случаев ничего не говорит. Я могу привести простой пример. Например, как только появилась новая коронавирусная инфекция, примерно 19-й месяц мы уже сегодня живем, и я встречался с педиатрами, с академиками, и мы обсуждали вот такой парадокс. Казалось бы, это инфекция.
воздушно-капельная инфекция. И дети не болеют. Удивительно, это особенность этой инфекции. Тогда еще был уханьский вариант. За это время, если я не ошибаюсь, 1% детей всего лишь инфицировалось. Сегодня процент детей, которые инфицируются, 7%. То есть мы видим, что вирус очень сильно меняется. Мы видим, что вирус, который был тогда и который сегодня, это совершенно разные по инвазивности, по опасности. И если от уханьского вируса действительно можно было уберечься маской, ограничениями, расстоянием и так далее, то вот сегодняшние публикации говорят о том, что дельта и то, что потом пойдет, в 1000 раз более опасен и не помогает ничего. Поэтому единственная возможность уберечься в этой ситуации – это только вакцинация. И даже вакцинация иногда, к сожалению, дает возможность переносить заболевания в особо тяжелой форме. Вот опять мы говорим, что сейчас в целом это нормальное явление для вакцин, то есть которые не обеспечивают 100% гарантии. Это было Любые всегда. вакцины всегда. Это было всегда такое, скажем, это ненормальное, конечно же, но никогда ни одна вакцина не гарантировала 100% результата, и поэтому об этом все специалисты знают. Дмитрий Владимирович, вот работает ли коллективный иммунитет? И на примере какой страны мы можем это видеть? Опять-таки, в тех странах, которые коллективный иммунитет достигает 60% и больше, то на самом деле мы видим наглядно, то есть это снижение уровня госпитализации, то есть это самый такой критерий, это снижение количества вызовов скорой помощи и снижение летальности. То есть, пожалуй, это вот 3 параметра, на которые нужно ориентироваться. Заболеваемость, да, есть. То есть, да, какое-то циклическое течение, повышение в зависимости от появившихся штаммов. Но вот эти 3 показателя, они реально отражают значимость и необходимость вакцинации. Какие страны вот сейчас мы можем привести в пример в качестве такого? Ну, опять-таки, те, которых есть довольно-таки полная информация, то есть это Великобритания, то есть это Объединенные Арабские Эмираты, это Израиль, тот же самый, это Сан-Марино, который, кстати, закупала вакцину, нашу первую вакцину, «Спутник Ви». То есть на примере этих стран наглядно это видно. Еще Я бы хотел, может быть, добавить, и мы все-таки должны исходить из того, что очень быстро эта инфекция не пройдет. И очень быстро, на самом деле, по всей видимости, может быть, наша главная задача сегодня, может быть, не столько справиться с пандемией, мы понимаем, что это надолго, а перевести ее в управляемый вариант. И когда мы говорим о коллективном иммунитете и о странах, мы должны понимать, что мы сравниваем с теми странами, где в том числе начали прививать уже подростков, причем очень активно, понимая, что подростки все больше и больше заболевают, поскольку количество привитых взрослых становится больше, и они становятся переносчиком этой инфекции. И вот сравнивая себя с другими странами, очень важно, на мой взгляд, учитывать и этот фактор. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, а потом продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня снова говорим о ковиде, снова говорим о вакцинации. И сейчас вот такой вопрос, так или иначе, вот в развитых странах мы видим, да, смертность падает. То есть мы видим то, что, наверное, ожидали увидеть. Медленно, но все-таки ковид переходит в формат таких обычных, привычных, наверное, инфекций. Вот в Венгрии даже маски отменили на днях. Мы действительно ожидали вот подобной реакции или нет? Нет, безусловно. То есть, опять-таки, формирование коллективного иммунитета и должно привести к снижению тех ограничительных мероприятий, которые у нас продолжают работать. К сожалению, в связи с тем, что темпы вакцинации желают оставлять лучшего, поэтому у нас остаются вот неспецифические меры профилактики, это социальное дистанцирование, это масочный режим, ну и честно можно сказать, что надеяться, что масочный режим в ближайшее время будет отменен, но этого не стоит. Поэтому здесь мы продолжаем носить маски, продолжаем соблюдать социальную дистанцию, ну и те ограничения, которые сейчас действуют. Я могу добавить, поддерживая абсолютно то, что сказал Дмитрий Владимирович, Венгрия сегодня добилась достаточно высокого уровня охвата вакцинацией, наличия нейтрализующих антител и, возможно, подавления в общественности, возможно, в силу каких-то причин. Они отменили масочный режим, и, ну, я почему-то думаю, что это в какой-то степени временно, но
хотелось бы говорить все-таки о своей стране и о нас. Мы должны себя сравнивать постоянно с развитыми странами, как страна, которая впервые открыла, произвела очень эффективную и качественную вакцину. Мы занимаем сегодня, ну, я думаю, порядка 20-е место по уровню охвата вакцинации. Это крайне низкий уровень, и мы должны понимать, что мы очень сильно и очень рано успокоились. И единственное, вызывает очень много вопросов обсуждение уровня смертности. Уровень смертности сегодня это прямо пропорционально уровню охвата вакцинации. И на самом деле, чем больше это будет продолжаться, тем больше наша система здравоохранения, огромное спасибо медицинским работникам, коллегам, врачам, они будут бороться с этим и, может быть, не занимаясь теми видами медицинской помощи, которые могли бы оказывать. Поэтому нам очень важно сейчас действительно всем взбодриться. Вирус ходит вокруг нас, он передается от нас друг от друга к нашим взрослым, к тем людям, которые не вакцинировались. Они являются средой обитания этого вируса. К сожалению, мы видим, что вирус сегодня угрожает уже нашим детям. И мы должны всерьез подумать не только о мерах ограничения, мы должны подумать не только о ношении маски, может быть, мы должны в целом подумать о том, что у нас сегодня есть возможность повлиять на эту ситуацию. И очень важно, конечно же, чтобы каждый об этом сам подумал. Звонок есть. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел спросить, вот с 30 июня я по федеральному номеру, по-моему, да, 122, и потом по городскому поликлиническому номеру, вроде как в листе ожидания нахожусь, то есть 30 июня, еще раз повторяю, и мне говорят, что эпивак короны все еще нет. А в то же время говорят, что в республике все 4 вакцины присутствуют. Вот у меня такой вопрос, кто же прав? То есть когда меня наконец-то вакцинируют? Прямо сейчас вот говорите, нужно вакцинироваться, я, в общем-то, не против вакцинироваться, но меня не вакцинируют. Так, а какой город нужно уточнить? Город Казань. Город Казань, да? Дмитрий Владимирович, есть? Поликлиника, это бывшая вторая, ныне называется медсанчасть КФУ. Хорошо, спасибо. А есть проблемы с... Значит, необходимо отметить, что в республике поступают все 4 вида вакцин, которые у нас зарегистрированы. Есть определенные проблемы с поступлением вакцин. Это, в частности, вакцина Пивак Корона, вакцина Ковивак. Соответственно, здесь принята такая тактика, что мы ставим на лист ожидания. Почему вот, обращение, что типа есть, она есть, ее делают. На самом деле вакцина поступает комплектами, то есть на одного человека положено 2 комплекта, то есть первая и вторая доза. То есть, соответственно, те лица, которые ранее получили первый компонент, им приходит время получить второй, они его получают. Она гарантированно да, есть, да, то есть гарантированно тот, кто получил первый, гарантированно получает и вторую. И, соответственно, создается такое впечатление, что держится какой-то запас для особо-особо-особых. Такого нету, то есть как вакцина поступает, и, соответственно, также сразу же приглашается из листа ожидания. Когда ожидается Но по вот последним данным, во вторник было видеоселекторное совещание с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сказали, что в течение 10 дней поступит достаточно большая партия вакцины Эпивак Корона. То есть сейчас происходит ее модернизация, и, соответственно, как бы здесь будет она, ну, предварительное название Эпивак Н. То есть она как бы придет уже в новом варианте. Также, вы знаете, мне в день примерно 5 раз, наверное, задают вопрос, вакцинироваться или нет. Но сейчас уже меньше, и я этому рад. И второе, какой вакцины вакцинироваться. Да. Я всегда отвечаю, какая есть. На самом деле важен сам факт вакцинации. И это быстрее надо пройти, потому что, ну, это действительно рулетка, особенно сейчас. Поэтому не надо ждать какую-то отдельную вакцину, если у вас нет каких-то глубоких убеждений или, может быть, назначения врача. Надо делать ту, которая есть, и тем самым вы обезопасите себя, своих окружающих. Не надо ждать и тянуть время. К сожалению, сейчас, наверное, мы об этом поговорим, все-таки наступили холода. Впереди сезонный подъем гриппа, и на самом деле мы будем говорить о вакцинации и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, возможно, совместной вакцинации, как это делают во многих развитых странах сегодня с наступлением вспышки и подъема гриппа. Поэтому надо быстрее делать эту вакцину. Надо быстрее делать и делать то, что есть на данный момент. Тем более Спутник себя зарекомендовал, и Спутник Лайв в том числе. Еще один вопрос. Давайте выслушаем, потом мы продолжим. Добрый вечер. Представьтесь и ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно говорить, да? Да. С диагнозом бронхиальная астма можно делать прививку? С бронхиальной астмой можно делать прививку или нет? Юрий Владимирович, наверное, вам вопрос. Значит, как бы здесь действуют правила, единое для всех заболеваний. То есть, если заболевание вне стадии обострения, то вакцинация показана. Больные с бронхиальной астмой являются группой риска по развитию осложнений. Поэтому, если обострений нет, нужно прийти и сделать. Но обязательно добавлю еще и свое, после консультации со своим лечащим врачом. Ну, это, конечно, сейчас Окончательное решение бронхиальной принимает, астмы, он явно безусловно, стоит на лечащий врач учете, у него есть... о необходимости и рекомендует вам вакцинацию. Хорошо. Смотрите, в последние дни все обсуждают статью в Lancet, где группа ученых выступила с заявлением. Эффективность вакцин может, конечно, ослабевать со временем, но защита от тяжелых течений сохраняется. То есть, по их мнению, нет необходимости в ревакцинации или повторной вакцинации, как мы говорим. Более того, они считают, что, в общем-то, повторный ввод бустеров может вызвать побочные эффекты. В общем-то, вся эта информация очень быстро разошлась, особенно среди тех, кто переболел и не хочет прививаться, да, тем, кто привился уже давно и не хочет ревакцинироваться. Как относиться к такому заявлению? В общем-то, казалось бы, серьезные ученые выступили в серьезном издании. Мне очень приятно то, что Lancet на сегодняшний день, такое авторитетное научное издание, отражает совершенно разные точки зрения. И на самом деле это дополнительная информация к тому, и подтверждение тому, что никакая информация, научные исследования сегодня не скрываются ни на территории Российской Федерации, ни на территории иных стран. Но вместе с тем мы, может быть, даже солидарны в какой-то степени с заявлениями Всемирной организации здравоохранения, которая подчеркивает очень и очень важный тренд и тенденцию. Очень неравномерная вакцинация сегодня в мире в целом. Если мы черным цветом ответим страны, где очень высокий уровень вакцинации и ревакцинации, и светлым отметим страны, где практически нет вакцинации, то сегодня территория Африки, территории бедных стран практически белые. И мы же понимаем, что в мире, даже добившись вакцинации и ревакцинации во многих развитых, богатых странах, мы не избавимся от этой пандемии, поскольку бедные страны будут испытывать большие проблемы. И во многом дискуссия о Lancet посвящена именно этой теме. И те предположения, которые сегодня действительно являются в паблике, существуют, они, наверное, больше в этом направлении. И вот вектор их именно в этом направлении. Дмитрий Владимирович, вам есть что добавить? В принципе, как бы я соглашусь с Розакичем, то здесь трибуна для высказывания различных мыслей, различных мнений. Поэтому здесь ничего не должно скрываться, и как бы вся правдивая информация должна доноситься до населения. Хорошо, спасибо. Еще один звонок, я правильно понимаю? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Ага, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы переболели ковидом, да, и на заводе нас спрашивают справку, принесите. Мы сдали на антитела, и антитела у нас показали, что мы переболели ковидом, а сейчас в данный момент антитела у нас 10 1050. И они говорят, все равно мы будем вас вакцинировать, потому что это самое. А я горячей линии звоню, там говорят, в течение 6 месяцев только. Правильно это, неправильно? Подскажите, пожалуйста, завод вертолетный. Спасибо за звонок. Дмитрий Владимирович сейчас, наверное, все объяснит. У нас четкая позиция по этому вопросу в республике и стране. По рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, переболевшие, то есть как минимум 6 месяцев, то есть они получают медицинский отвод от вакцинации. Если человек прошло более 6 месяцев, и он имеет антитела, то есть это не является противопоказанием. То есть в настоящий момент в связи с распространением дельта-штамма вируса, то есть как такового определенного количества антител нет. То есть чем больше антител, тем лучше. Поэтому переболел – это одна защита, а если переболел и вакцинировался, то есть это так называемая железобетонная защита. То есть двойная защита, да? Я могу в данной ситуации привести свой личный пример. Я перенес новую коронавирусную инфекцию достаточно в тяжелой форме в октябре месяце в прошлом году. По прошествии 6 месяцев, примерно к началу июня, учитывая очень серьезный рост заболеваемости, и учитывая то, что коронавирус изменился
мутировал, появился штамм Дельта, который действительно очень вирулентный. Я принял решение по рекомендации врачей вакцинироваться. Как раз 6 месяцев. И это несмотря на то, что уровень и титр антител у меня был достаточный. И в целом я ее перенес очень хорошо и считаю себя сегодня, в общем-то, защищенным, по крайней мере, на эти 6 месяцев. Вот я знаю, что в июнь как раз была очень популярна и мода на вакцину Ковивак. А вот если не секрет, если можно афишировать, чем вы привились? Я спутником. То есть как раз тот Я самый могу случай? я могу пояснить на самом деле, почему спутником. Потому что я все-таки считаю, что нужно исходить из принятия решений на основе данных, больших данных. Самые большие данные сегодня накоплены по вакцине «Спутник». Вакцина сегодня опубликованы все данные в журнале «Ланцет», о котором мы сегодня говорили. Мировое сообщество в целом, я уверен, оно готово сегодня признать эту вакцину. Здесь есть особые политические моменты. Я думаю, что это является единственным препятствием. Хотя то, что завод разворачивается на территории Венгрии, почти 40 стран сегодня производят «Спутник». Это огромный объем, который сегодня есть. Ну и последние данные, которые были опубликованы Росздравнадзором, то по количеству осложнений, там 0,00007, это очень небольшой действительно процент, он объективный, поэтому вот мое решение основывалось на анализе данных. Анализ данных показал, что все-таки «Спутник» на сегодняшний день действительно соответствует заявляемым условиям, это примерно 94% эффективности. Смотрите, мы уже как раз говорили о низких темпах вакцинации. Сегодня, по-моему, последняя статистика, где-то 4000 человек в сутки привитых. Второй компонент сделали примерно 900 тысяч человек в республике. Мы месяца 2 назад доходили до 18 тысяч в сутки. Мы понимаем, насколько снизились темпы вакцинации. В целом по стране у нас примерно 30% привитых. Надо все-таки признать, что есть и те, кто приобрел сертификаты поддельные, о чем мы слышим периодически, эти уголовные дела по всей стране. В общем-то, многим из них уже пора, этим 30% привитых, уже ревакцинироваться, да, и мы понимаем, что они уже условно не защищены частично. То есть у нас мы аутсайдеры в целом по темпу вакцинации, по охвату вакцинации. Как в этой ситуации мы будем убеждать людей, вот какие аргументы, с чем мы должны идти, чтобы... Вчера, кстати, вот ваши коллеги накануне в программе, врачи, те, которые работают в ковидных госпиталях с начала к основанию, все втроем здесь стояли и говорили, обязательно вакцинация. Они не скрывали свои позиции, потому что они понимают, что убеждать, наверное, где-то и мотивировать уже бесполезно. И они проработали там те 19 месяцев, не выходя. И у них это было явно вот чувство глубокой, наверное, обиды за обеспеченность граждан в том числе. Вот они говорят об обязательной вакцинации. А чем вы предлагаете аргументировать? Ну, первое, оценка ситуации. Оценка ситуации очень плохая. На самом деле, я думаю, что мы 20-я и даже за 20-ку стран, которые сегодня по уровню охвата вакцинации имеется. И 32% в целом по стране, при том, что в основном развитые страны уже за 65%, а многие страны уже и за 85%, и они добились существенного снижения смертности и тяжести ситуации. Поэтому для нас это очень и очень серьезный звонок, для каждого из нас. С точки зрения обязательной вакцинации, ну, это федеральный закон. Я сомневаюсь, что Государственная Дума будет рассматривать изменения федерального законодательства. Я абсолютно уверен, что наша задача убеждения. Я абсолютно уверен, что государство в лице правительства Российской Федерации должно ответить, наконец, на все вопросы, которые интересуют медицинское сообщество. Ведь и в медицинском сообществе достаточно много скептиков, и на самом деле это профессиональные люди. Они должны получить те ответы, которые их интересуют объективно, в ежедневном режиме. Мы должны больше уделять этому внимания, потому что людей... А если примерно 50% это так называемые нерешительные, ну, на самом деле мы должны сегодня им объективно предоставить всю необходимую информацию. Если у людей нет доверия к этой информации, добиться того, чтобы доверие было. Поэтому только убеждение и только объективная, достоверная информация, которую мы доводим, будет способствовать тому, чтобы охват вакцинации стал значительно больше. И человек принял решение об обязательности вакцинации сам для себя.
Конечно. Что вакцина обязательно. Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, Да, какие аргументы? безусловно, Коротко. то есть каждый человек должен сделать выбор, а, соответственно, мы, как эксперты, как врачи, должны дать всю ту информацию, которая есть, чтобы человек именно опирался на подтвержденные данные, не где-то посмотрел в интернете, где-то там что-то прочитал, непонятно кем сказанное, а реально получал всю информационную работу. Поэтому, когда я тоже вот выхожу в коллективы, читаю лекции, то есть на самом деле до сегодняшнего момента задаются вопросы, которые... Ну, казалось, мы уже прошли. Да, этот этап, который, казалось, уже давно все объяснили. Опять-таки, это влияние на репродуктивную функцию. То есть то, что уже давно доказано, и то, что вакцинация эффективна. Поэтому информационно-разъяснительная работа, это, да, на самом деле, на сегодняшний момент продолжает оставаться актуальной задачей. Хорошо, я благодарю экспертов за участие в программе, благодарю телезрителей. Завтра мы встречаемся с вами в 20:00, обсуждаем антипрививочное движение, в чем его опасность. Спасибо еще раз всем экспертам. Это была телеплощадка со 100% коллективным иммунитетом. До свидания, крепкого здоровья.